Ферзь, да, ферзь. Это сегодня у нас тема нашего занятия. Итак, маленький стишок. Представляю вам ферзя. Он помощник короля. У него своя игра. Под контролем вся доска. Но вступать в бой он не спешит. За позицией следит. После конницы и слонов он готов начать атаку. Итак, ферзь в переводе от турецкого означает полководец. Это самая сильная фигура, потому что он может атаковать, защищать, чтобы чем любая другая фигура. Давайте мы с вами внимательно посмотрим. У нас есть 3 звездочки. Вам знакомы они? Да. Звездочка у нас в вертикали. Он показывает дорожки. Вверх-вниз. Да, вверх-вниз или вперед-назад. Да. Так, хорошо. Следующее у нас горизонтали. Горизонтально. Горизонтали показывает нам дорожки. Лево-право. Да, налево-направо. И следующая у нас последняя звездочка это диагонали. Да, показывает дорожки наискосок. Итак, такие звездочки мы увидели. Фигура ладья ходит, да? Вперед-назад, налево-направо. У нас еще так ходит фигура слон. Значит, у нас ферзь умеет ходить и как ладья, и как слон вместе взятых. Поэтому считается самой сильной фигурой. Мы с вами сейчас поиграем немножко, хорошо? Сейчас будет сложно. Так. Ну да. Ну что, кто справится? Кто выйдет к доске и покажет? Я. Так, давайте начнем с Полины, хорошо? Своего квадратика. Так, раз. Дальше куда? 2. Так, потом куда идем? 3. И наверх. Диагональную нашу указку и покажет. Раз. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Через 7 ходов дальше. Так, Маргарита. Тот получит очко. Так, давай. Так, 2. Нет, тут у нас стоит кирпичик. Раз, 2, 3, 4, 5. Через 5 шагов. У нас следующая игра. Перехитрить часовых. Смотрим, как у нас решит Софья. Раз, 2, так, 3, 4. Молодец, отлично. Так, часовому мы не подались. Хорошо, Полина попробуй, давай. Давай, смелей. Только не по той дороге уже, надо найти другую дорогу. Не по первой. Если мы так пойдем, как первый раз, нас тут поймает ферзь. Он как часовой тут стоит и ждет. Давай, Полина, посмотрим-ка. Раз, 2. 2. Давай. Раз, 2, 3. Нам сюда нельзя, да? Тут он нас кушает, поэтому 3. Дальше куда идем? Ой, тут нас тоже поймает. Давай дальше, да? 4 до конца. Тут тоже он стоит. Смотри, вот. Он как слон умеет ходить. 3, тогда куда нам идти? Так, 4. А потом маленький шаг наискосок. 5 и 6, да? Хорошо, молодец. Я нашего ферзя по центру. И вы должны мне показать все поля, по которым он может ходить. Я хочу. Я хочу. Ладно, давай. И вот у нас стоит ферзь. Я. Кто готов показать? Артем первый, да? Пойдем, давай, Артем спросим. Давай, показывай. Куда он может стоять? На какие поля? Хорошо, я буду поставить там Да. кирпичики. Да.
И видим вперед, назад. А тут еще один кирпичик мы забыли. О. Налево, направо, наискосок, по длинному диагонали. Ну все, никак же Вот. не выбраться. Да, сколько полей он, оказывается, защищает. Может сходить на разные поля. Запомнили? Да. Ага. Хорошо, молодцы. Слишком много Итак, полей все берем защищает. ферзя нашего, белого возьмем ферзя и поставим по центру. Давайте-ка, ребята, будем с песенкой дружить. Нас музыка волшебная научит в мире жить. Сердитый улыбнется, на грустный запоет. Счастливая планета расцветет. Этот мир поет о дружбе, о любви. Этот мир ты сохрани. Эти встречи очень нам нужны. Для всех, для нас они важны. Здесь праздники, веселье, здесь призы и суета. Здесь радуют успехи, балом правит доброта. Как здорово, что праздник этот есть у нас с тобой. Улыбки шлет нам шар земной. Этот мир. Мы с вами сейчас посмотрим. Итак, самое главное в шахматах это мат. Мат это конец игры, да? Черный король и белый король. Нам надо добавить белого ферзя, чтобы получился мат. Куда нам поставить ферзя, чтобы получился мат? Артемий говорит, можно поставить на углом, на длинную диагональ. Это у нас только шах. Король просто отойдет. Я И мы знаю, сразу куда. мата не получим. Я знаю куда. Так, Маргарита знает куда. Давай. Одиночка. Маргарита говорит, мы можем поставить ферзя рядом с королем черным. Тогда у нас ферзя никто не защищает. Король его просто скушает. И никакого мата не будет. Так. Мы можем поставить вот наш ферзь стоит. Куда мы его можем поставить? Сюда. Сюда можем поставить, да? Да. Да, ну, допустим, мы сделаем вот такой длинный ход. Да. И черному королю есть куда отойти? Убежать может черный король? Да. Нет, не может. Сюда ему нельзя. Этот квадрат защищает белый король. И у нас рядом квадрат, это тоже защищает белый король. А тут нельзя. Тут уже ферзь. Поймает его. Итак, мы видим на доске шах и мат. Молодец. Еще какие есть версии? Правильно, можно поставить ферзя еще Ну он же съел. между королями. Нет, Черный король его есть не может, потому что ферзя защищает король его. Да, правильно, отлично. Молодец, Арсений, смотри. Нашего белого ферзя. Ты что кусаешься? Вот он стоит, двигается, ждет. Давай быстрее, говорит Артем. Так, Артем у нас думает, куда бы поставить нашего ферзя. Так. Ну-ка, смелей. Все мы ждем. Куда нам поставить? Здесь? А? Так, ну давайте посмотрим. Это правильно, ребята? Ферзя кто-нибудь защищает сзади? Ну да. Ну он же защищает по 7-й улице у нас, ладья. А ферзь стоит на 8-й. Так, вот наш ферзь. Куда на него поставить? Сюда. Сюда? Да. И это будет мат? Это даже не шах, даже угрозу не получает тут черный король. Куда нам его поставить? Ну-ка подумай-ка. С помощью ладьи мы можем поставить сюда, да? Да. Конечно. Это тоже шах и мат. Например, ферзь стоял здесь. Он сделает вот такой ход наискосок и станет перед королем черным. Получается, черный король его скушать не может. Ферзя защищает кто? Ладья. Ладья сбоку защищает. Правильно, молодцы, ребята. Вот сюда. Маргарита говорит, можно поставить на белое поле h5. Да. И король получает шах, но ему есть куда отойти. Сюда, конечно, ему нельзя, сюда нельзя, тут слон смотрит. А вот сюда, на поле d7 и на d8, он легко может
отойти. И никакого шахмата не будет у нас. Хорошо, давайте подумаем. Должны поставить перед королем, да? Да. Смотрите. У нас, получается, здесь защищает слон нашего ферзя. Но еще он может отойти. Итак, ребята, всем спасибо. Занимались. На этом наше занятие заканчивается. Давайте соберем наши фигуры аккуратно.